Я женился 24 года, и вот с этого момента начались эти посиделки с друзьями. По выходным сначала все было так весело и просто. Постепенно это все затягивалось на такие после выходных продолжений. Мне всегда было мало почему-то. Я этого не понимал, почему. Лёс Александра падобны да гісторыі многіх людзей, у жыцці якіх пачаліся праблемы са злоўжываннем алкаголем. Малады чалавек кажа, паступова частыя застолі перараслі ў сапраўдны запой. Першая не вытрымала жонка і пакінула яго. Пасля мужчыну па артыкуле зволілі з работы і выселілі з кватэры. С третьего прихода моего в анонимные алкоголики я встретил девушку. Мне вот стало жалко ее, что я загублю ее жизнь. И на свою мне было уже, плевать, если честно. Александр змог справіцца са шкоднай звычкай і ўжо некалькі гадоў не п'е. Але не ў кожнага такая гісторыя атрымлівае шчаслівы працяг. Часта людзі, у якіх ёсць праблемы з алкаголем, забываюць, што ад іх звычкі пакутуюць і блізкія. Муж Натальи злоўжывае алкаголем ужо не один десяток год. Сначала он выпивал немного, потом все чаще и чаще, а потом были 5 лет беспрерывного пьянства, и я совершенно не знала, что с этим делать. О том, что существуют группы помощи родственникам алкоголиков, я знала. Но я все эти годы пыталась запихнуть мужа в какое-то лечение. У нас 2 детей, они наблюдали всю эту вообще ситуацию. При гэтым алкаголізм становіцца для чалавека праблемай не толькі сацыяльнай, але і часам адпраўной кропкай крымінальных злачынстваў. Для папярэджвання іх рэалізуецца шэраг прафілактычных мер, сярод якіх і ўзмацненне жорсткасці антыалкагольнага заканадаўства. По ходатайству органов внутренних дел в этом году было направлено 688 лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, ставящих свои семьи, родных и близких в затруднительное материальное положение. На данный момент более 500 человек уже доставлено в лечебно-трудовые профилактории. В дееспособности ограничено 69 человек. К административной ответственности за нарушение антиалкогольного законодательства привлечено более 1000 человек. На профилактическом учете по закону об основах деятельности по профилактике правонарушений состоит более 6000 человек, злоупотребляющих алкогольными напитками. Але не толькі зніжэнне даступнасці можа даць свае вынікі, дадаюць медыкі. Галоўнае – знизить попыт. У нас, в принципе, снизилось количество случайных отравлений алкоголем, но остаются еще проблемные районы, в которых нужно принятие дополнительных мер. Все-таки есть положительная динамика, действительно. Меры работают, но нужны еще и дополнительные, то есть останавливаться на этом нельзя. Станоўчай дынамікай сярод моладзі. На ўліку непаўналетніх спажыўцоў алкаголю стала менш на 12%. Спецыялісты спадзяюцца, што іх колькасць будзе зніжацца і надалей. Евгения Мороз, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».